проезжаем Урал. Вот сейчас на Симе нахожусь. Машины нет, хорошо. Решил ночью пройти его. Но тут циклон вообще завис. Прям такой ливень лупит. Не тороплюсь пока тут. Видите, да? Что творится? Просто ужас. Лупит и лупит, и лупит, и лупит. Реки по асфальту текут. Перед Горбачева заехал, заправился. 200 литров надо было заправить. Заправились. Едем пока что дальше. Едет. Сзади там где самосвал Танар тоже ехал. И вот так как я заехал сюда на Урал, дождь попер. Хотя Челябинск проезжал, вообще было сухо. Солнышко светило, а здесь вот циклончик висит. Чё там пробка? Это рекламщики, блин. Посмотрим, что сейчас. Днем, говорят, здесь вообще пробка кошмарная. Будешь ехать полдня здесь. Поэтому решил ночью проскакать. А, ну вот, говорят, что днем пробка, блин. Сейчас от Аши начинается пробка. А, вот даже сейчас пробка, говорят, есть. От Аши. Сейчас до Аши доедем, посмотрим, что там за пробка. Дождь, короче, не прекращается, лупит и лупит. Это вообще прям невозможно. И даже в горах вверх поднимаешься, даже туман прям такой нормальный. До Уфы осталось немного. Вот. Сим закончился. Аж 43 километра. Сейчас посмотрим, доедем, что там за пробка. Но днем, говорят, тут вообще 10-километровая пробка, блядь, и будешь ехать эти 10 километров, блядь, полгода. Так что посмотрим, что доедем. Все, проскочили Урал, нахуй. 18 километров до ремонта моста. Время 4 часа утра. Вчера ребята говорят, стояли 9-11 часов. Не могли проехать. Башкортостан. Да-да, дождик кончился. Вот у какого-то моста, говорят. Опа, а днем тут вообще, говорят, такая очередь, говорит, устраивается. Что тут легче, говорят, через Катю ехать. Поверху, блин. Быстрее будет намного, чем вот здесь стоять.
Вот наша сторона вроде поехала. Ну сказали, блин, 16 километров. Сейчас посмотрим сколько. Вот от начала пробки, как мы стояли, было 55. Сейчас доедем до моста, посмотрим, сколько же будет. Вот и все. Сколько мы проехали? Метров 500. И все. И хватит. Хватит пикать те. Навигатор. Пробка какая-то. Это все пробка. Нам вот сюда. Не надо нам. Прямо 97 километров. Да, прямо, да. Вот такая пробка тут. Вот Аша проехали, говорят, была пробка вот от Аша. Тут отсюда вот где-то была пробка. Тут стояла вообще тут. Ну как можно ехать, блядь? 11 часов стоять в пробке просто. Ай. Ну, проеду, включу, посмотрю, скажу вам, сколько вот там я стоял. О, как хорошо, птички поют. Машины стоят. Утро. Полпятого. Привет, привет. Ну вот нетерпеливые вот едут, блин. Вот, запомните этих вот, которые торопятся, которым некогда. Поставим чайничек тогда. Чайку попьем, раз на то пошло. Они тоже мост начали делать, хотя бы, блядь, написали, нахуй, оповещательные таблички, что, блядь, вот легковые-то сюда бы не лезли, блядь, с газельками, нахуй, могли бы там объезжать. Нет, мы же, блядь, всей толпой тут, сука, мечемся, стоим, блядь. Вот так вот. Пропускают там, блядь, по 3 минуты через мост. Через речку Сим, я так понял. А уж там больше вроде нигде нету. До моста нам 15 км. Кто, блин, спит уже. На обочине кто уже прям спит. За рулем ходят люди, толкают. Туда то же самое. Ну.
Километр проехали. Километр продвинулись. И все. И на этом Газель развернулась, решила обратно поехать. По объездной здесь объездная есть, но фуры там не пролазят. Там высота 3,40. Аж газельки там, пятитоннички, говорят, пролазят еще. Остальные все сидят тут. Ремонт моста, сказали, будет до осени. Запланировано все, блин. То как машины будут ездить, у них что-то почему-то не запланировано. Теперь будем тут ездить, мучиться. Зимой тут снегом заваливало, вечно пробки. Летом ремонты, опять пробки. Да. Зато природа хорошо. Птички поют. Вот так, приехал пораньше. Хотел пораньше. Что-то никак не получилось. А вот, кстати, вот, видите, как панельки, как новые. Холодильник там все тоже новое, как чистенькое. О, покатились потихоньку. Оба. Вот видите, все новенькое. Весь жир, всю черноту, все смыл. Блин, ну круто. Пробки, конечно, да. Как они там регулируют, вообще непонятно. Что вот такие пробки. Ребят, вот сейчас друг вот только что этот светофор проехал. И вот он по видеосвязи сейчас созванивались. Там спереди до светофора в сторону Уфы где-то километр нахуй пусто, вообще нету нихуя ни одной машины нету, блядь, по нашей стороне. А подальше, говорит, вот трое из 5, и все за ними стоят. Вот так вот, слышали? Может, кто-то там, блядь, спит. На Уфу, что ли, ребята? И поэтому, блядь, вот сейчас у меня стоят. друг там проехал вот по этому мосту. Ваши, говорит, там после светофора, говорит, где-то километр, говорит, просто свободная полоса, говорит. А там, говорит, вот уже начинается, машины стоят, а ваши, говорит, спят по этой полосе. Ну так вот, понятно. А другие? Что и требует доказать, что из этих пидорасов мы и стоим, блядь. Передайте, ребят, вот кто впервые там стоит, передайте дальше, пусть разбудит, блядь. Вот поэтому никто никуда и не едет. Что, дружище? Вот время без 27. Все так же ползем. Почти доползли до стоянки Байтугана. Там коллеги тоже просыпаются, выезжают потихоньку. Рэв, блядь, стоит, чадит. Эх, Блядь, да нахуй вам нужно, объезжайте-то и все, блядь. Ну как это, блядь. На угле работает, блядь. Тут не рэв коптит у него, вот у него баня на колесиках там. Баня на колесиках.
Вот сколько мы проехали? 200 метров. Что там такое? Ох, паровоз. В раю без изменений, блядь. Оба. Вот кто-то веселится. Ах, я думал, проеду Уфу, лягу, посплю. Что-то никак я не проеду Уфу, ну все. Вот так вот доехали мы до этого моста конченого. Ну, ребята, нормальный же мультик, ну прибавьте газу, ёпта. Сегодня ночь нас сон не клонит. Сегодня Сегодня нас никто не остановит. С районом связь 4 грамма на ладони. Сегодня нас никто не остановит. Ребята, с ума смотрят. Ребят, всем там шаржовый, туда-сюда. Ни гвоздя гнутого, ни места ебанутого. Сейчас так никому и не дали, нихуя. С каждого и не погонит. Спокойствие на лице. Чисто убедиться. Маги вдарим все, что пригодится в процессе. Этот парняга ровный, он не обвесит. Бодрый весел, как в ладони, кроволитый месяц. Над нами месяц, едем, киваем, ритм любимых песен. Ебать, этот мост, не знаю, блядь, 200 метров. Ребят, мост нормальный, можно проходить, блядь, 40-50 даже по нему. Не церемонится, вот честно. Вот такая пробка, Никто не остановит, дави на газ. Мы пошли зеленый, пока зеленый горит. Сегодня нас никто не остановит. С районом связь 4 грамма на ладони. Сегодня нас никто не остановит. Дави на газ. Поставьте меня, Аймин, выехал! Остановит. С районом связь 4 грамма на ладони. Сейчас мы заснимем, какая пробочка здесь, с этой стороны. Ура, мы проехали. Не прошло и 4,5 часа. Рабочего на мосту нету, блядь. Вот за это нахуй надо, блядь, конечно, не вырвать. Всему этому, блядь, транспортному. Салоник в багаже лопата, 320-й лопатой. Мам, загадай, чтоб я выстоял. Мам, нагадай мне мысли. Ебаться дизелист ебаный! Водители уже нервы сдают. Просто сейчас поехали по мосту, проехали, и ни хрена ни одного ремонтника, просто ни одного, блядь. А то люди со вчерашнего дня стоят, блядь, в пробке, блядь, не могут проехать. Ради, выходи, эйде, нихуя себе! Люди, блядь, в пробке просто засыпают. И вот это ремонт будет, сказали, до конца лета тянуться. Олежка, сейчас станем тогда, подходи. Все лето будет вот такая вот мутатень. Сейчас, блядь, дадут опять погрузку нам.
Куда-нибудь на восток. Принял, нет? Все разрыли. Они что, золото ищут? Да, блядь, золото не ищут. Серег, вот ты стоишь, походу. И вот ты будешь потом. Даже чуть-чуть моросит. Ну, это Олег, принимаешь, нет? зато все зеленое, красивое. Все цветет, растет. Ну вот видите, кончилась пробочка, блин, только. Или не кончилась, или догоняют просто, блин. Нет, просто водитель заснул один, блядь, и все. Вот посигналили, проехали, он завелся, поехал. Я думал, что закончилась пробочка. Оказывается, хрена с два закончилась она. Люди, блядь, просто стоят всю ночь, блядь, чтобы, блядь, ползти вот так вот. И засыпают. Вон что-то лидер транс сломался. Фу тоже долго не было, сейчас большая партия пошла. Там у них лидер в полосе сломался, аварийка стоит. О, видите? Ебать. И там это ни конца, ни края этой пробки нету. Там просто кошмар, блин. Вон с горки. Стоят и стоят, и стоят, и стоят. Вот сейчас ехать на восток, вообще, блядь. Только поверху, блядь, лучше там. Гораздо будет быстрее. На 100 километров больше по расстоянию, по пробегу. Но по времени намного больше будет, чем тут сутки торчать. Вот это да. Ладно, поеду. Ну, блин, там ни конца, ни края нету, ни конца, ни края. А это еще люди спят на стоянках. Сейчас проснутся, здесь будет вообще, блин, да, куда будет пробка. Что с той стороны, что с этой. Потому что шел вот здесь Сим. И все так, стоянки перед ним, Карпачева. Все, были стоянки, были забитые. Просто забитые. А вот выезжают легковушки, вот объездная выезд этого моста, где фуры не могут объехать. Доехали до Владимира. Солнышко на улице, хорошо, плюс 20. Типа лысики нас ждали. Время 7:30 московское. Сегодня будем разгружаться. Вчера позвонил с утреца, сказал, что прибуду, разгрузите, не разгрузите. Ну, вроде все нормально. Должны 14-го были разгружаться, а сегодня у нас только 10-е. Поэтому вроде согласились, все там должны разгрузить кладовщики. 4 дня раньше мы с Томском доехали. Вот так вот все и зеленое. Стекло такое грязное, все в комарах, всякие шняги. Ничего, отмоем. Машинку надо протереть, если успеем, конечно. Потому что у нас нужно будет сегодня разгрузиться и быстренько передислоцироваться на другой адрес. На Food City будем грузиться. Поедем опять в край. Повезем фрукты. Вроде заезд сегодня вечером должен быть. Поэтому будем в сторону погрузки двигаться. Ах, как хорошо. Зеленое.
Хорошо, машин еще мало. Стал сегодня раза в 4. Ночевал на объездной в Набережных Челнах. В Набережных Челнах. В Нижнем Новгороде. Ночевал. Поэтому уже доскакали вот на объездной Владимира. Осталось 220 километров до точки разгрузки. О, подбитый. Коллега подбитый едет. Говорят, там вчера где-то тоже застрял в пробке, где Улан-Удэ. Выезд с Улан-Удэ. Там тоже ремонт дороги много очень. Ну и как бы проехали на зеленый, там вообще не стояло. Как бы нормально все. А вот Боря 4 часа там, говорит, простоял. Ну, зато он быстрее прошел на реку Сим, который ремонт идет, моста. Он прошел ее быстренько. Ну как быстренько, 2 часа он простоял там, а мы 5. Ну вот где-то примерно и сравнялось время там. Что он, что я стояли там. Двадцаточка, хорошо. Вчера, говорит, в Москве 28 было. Сейчас доедем, посмотрим. Машинка ту-ту-ту. Все. Нормуль. Все работает. Заправились вчера 2 раза. На Симе заправились 200 литров. О, даже значит я не 5 часов стоял, значит 4 часа я стоял в пробке, потому что мы заправлялись в 3:30, пока я доехал до пробки, да, где-то 4 часа было. Значит, до 4 часа отстоял. Так, автостекла не нужны нам. То бишь 3 часа ночи заправлялся. И вечером опять заправлялся. У нас полные баки. Все, нормуль. Дуем на разгрузочку. Думаю, часам 12 подъеду, если все хорошо будет. Как нас там МКАД пропустят, не пропустят. В принципе, там не очень далеко от места заезда на МКАД. Там прям, немного. Поэтому будем надеяться, что мы быстро до точки разгрузки доберем. Вот мы приехали. Наперли уже машинку. Делать нечего. Вот видите, коллеги стоят. Из Казахстана привезли фанту, кока-колу. Мы теперь будем куковать здесь 3 дня, потому что в субботу, воскресенье и понедельник у них выходной. И сказали, что мы вас загружать не будем. Я говорю, ну я же вам звонил вчера, в четверг, чтобы приеду до обеда, разгрузите меня, разгрузите. Сказали, да, все разгрузим. Ну вот, приехала машина. Они подумали, что это я. Ну, позвонить же нельзя, там, телефон есть же. Я приехал, уже разгружается машина. Сказали, нет, все, мы вас разгружать не будем. А нам уже дали груз. Грузиться на Красноярск. Сказали, сидите, ждите теперь до вторника. Говорю, вот это вы красавчики. Вы косячите, а мы будем сидеть и ждать. Так что, парни, вот кто возит мебель, город Дзержинский, возле МКАДа тут.
Вот фирма. Где она там? Сейчас покажу вам. Витра. Фирма Витра мебель. Вот бесполезно, короче. Написано вам, когда разгружаться. Вот тогда и приезжайте. Звонишь, не звонишь. Договариваешься с ними. Видите, они, блядь. Разгружать не будем. У вас 14 стоит числа разгрузка. Говорю, я бы, блин, тогда бы не ехал бы к пятнице. Я специально приехал к пятнице. До обеда даже. Я объехал-то там по 500 километров. И приехал бы, блин, 14 числа бы во вторник. Ехал побыстрее, специально побольше. И вот так вот получается. Короче, нигде, правда, нету. Вот он, 18К4, корпус 4. Вот, знаете, теперь мы будем куковать тут. Из-за них трое суток. Из-за того, что они не могут поднять трубочку телефонную и позвонить водителю, что вы это, не вы, или уточните, спросите, что вы звонили вчера, не вы звонили вчера. Он вообще не звонил, просто приехал, тупо встал и все, его начали разгружать. Москва, блин, лишний раз не спросят. Вот она, улица Энергетиков, дом 18, корпус 4.